Благотворительный концерт Левана Тодуа «Я пришел» пройдет в Абхазской государственной филармонии 22 июля с песнями о любви, жизни и дружбе. В программе авторские хиты и премьеры, звездные дуэты, яркое сценическое шоу и живое общение с артистом. Леван признался, что не любит громко говорить о благотворительности. По его словам, часть средств от продажи билетов на его концерт традиционно уходит на помощь нуждающимся. В прошлом году они помогали Гудаутской районной больнице, в этом – дому престарелых. Я не только в этом году благотворительный концерт, в Абхазии он третий, каждый год он благотворительный. Благотворительный имеется в виду люди, которые покупают билеты, часть денег после затрат идет на благотворительность. В предыдущие годы это была Чимчирская районная больница. И мне вообще не хочется о благотворительности так громко говорить, потому что это зов моей души, это состояние меня. Я так чувствую, если я могу какую-то маленькую лепту внести, что-то доброе сделать, первым долгом это мне приятно. Говоря о своей малой родине, Леван Тодуа заявил, что тема Абхазии всегда была для него ключевой. Он признался, что его любовь к родине – это не просто слова, а нечто, заложенное на генетическом уровне. Везде, где бы он ни выступал, на российских площадках или в СМИ, он всегда с гордостью говорит, что родился и вырос в солнечной Абхазии, которую называют страной души. Когда-то лет 20 тому назад, когда я начинал как фотомодель, как модель, я на неделе моды российской просил, чтобы мне разрешили выйти в абхазской национальной одежде. Во всем проявляется моя любовь. Я живу на две страны. Абхазия – это моя историческая родина. Я здесь вырос. Я помню, когда здесь шла война. Мне было 6 лет. Я помню все трудности, которые связаны с моей родиной. И человек, который не любит свою родину, он не может другую какую-то страну или другую нацию любить. Касаясь перемен в своем образе, Леван объяснил, что это было его личное желание. Артист подчеркнул, что никто его к этому не принуждал. Он признался, что длинные волосы ему просто надоели из-за постоянных укладок перед съемками и концертами. Однажды он проснулся и остриг волосы. Леван отметил, что чувствует себя абсолютно комфортно и гармонично с новым образом. Я почти 19 лет существую в творчестве, как телеведущий. Последние 5 лет я занимаюсь музыкой. Но я не профессиональный вокалист, понятно, что я профессиональный телеведущий. Но музыка в моей жизни есть. Честно вам скажу, большое количество аудиторий, которые в соцсетях наблюдают, они подумали, что это какой-то самопиар. Ну, типа, когда я вот пришел, налысо состриг свои, на мой взгляд, красивые патлы, волосы, люди сказали, ну, это какой-то пиар. Никогда в жизни, за свои 20 лет почти, на телевидении, именно в шоу-бизнесе, никогда не делал искусственно никаких вещей для того, чтобы привлечь к себе или к своей персоне внимание. Леван подчеркнул, что его семья не читает сплетен и слухов о нем. Он абстрагируется от негатива и призвал относиться к нему с уважением. Артист иронично заметил, что его не обязаны любить все, ведь он не 100-долларовая купюра. Главное, по его словам, любовь к сцене и профессии, которая для него выше любых пересудов. Я не пою песни такие, которые бы несли какой-то негатив или какую-то бессмысленную. Все мои песни – это состояние моей души, мои переживания, расставание, безответная любовь, дружба, как хотите. Но при этом я безмерно рад, что мою музыку любят и слушают. Я не буду делать то, что делает современная российская эстрада, в смысле там какие-то блогеры, какую-то такую музыку пошлую или слова пошлые. Хотя многие люди почему-то меня воспринимают, не зная мою душу, мою глубину. Я живу по всем традициям абхазским. Потому что меня воспитала мама, которая 30 лет в школе преподавала. Я не только о себе думаю, что вот я могу жить по меркам шоу-бизнеса. Поверьте мне, если бы я мог бы и не думал бы о своей стране, об Абхазии, о моей маме, которая здесь живет, брат, который мой в свое время за свободу Абхазии воевал,
я бы мог бы жить по стандартам, по скандалам российского шоу-бизнеса. В завершении пресс-конференции Леван Тодуа сказал, что его вдохновляет все доброе – природа Абхазии, море, красивые люди. Он упомянул, что в юности учился в медицинском колледже, где его учили состраданию, поэтому он не отвечает злом на зло и не обижается на хейтеров, считая злых людей душевно больными. Алиса Адлиба, Торни Камичба, Абаза ТВ.